Коми-Уголь городу-герою Ленинграду. В этот день, в 1944 году, крепильщик одной из воркутинских шахт взял обязательство добыть и приобрести на личные сбережения 50 тонн угля, чтобы передать их в подарок городу на Неве. На тот момент Ленинград уже был освобожден от блокады, и весь Союз прилагал все усилия, чтобы восстановить северную столицу. Свое обязательство воркутинец выполнил. Время идет, а тема блокады города продолжает волновать жителей Коми. Наш земляк, видеоблогер Евгений Грох, который специализируется на военно-исторической теме, выпустил фильм, посвященный развитию книжной периодики в годы блокады Ленинграда. Евгения Кладкевич увидела его одной из первых. В осажденном Ленинграде удивительно много читали. Читали классиков и поэтов, читали в землянках и домах. Такую фразу о блокаде произнес Николай Чуковский, известный писатель-поэт, а в годы войны участник обороны Ленинграда. И действительно, в осажденном городе помимо тяжелого труда и службы печатались книги. С их помощью люди отвлекались от суровой действительности. Эту малоизвестную страницу истории в очередную годовщину снятия блокады решил приоткрыть ухтинский видеоблогер Евгений Грох. Это важная тема, которая позволяет лучше понять дух того времени. В печать входило самое важное, и среди этого находилось место для художественной литературы. Именно художественная литература тогда была на первом месте. О самых популярных писателях рассказывает София Колосова, создатель музея-библиотеки «Книга блокадного города». Многие годы женщина посвятила изучению книжных архивов времен войны. В экспозициях десятки книг, брошюр, журналов и буклетов, выпущенных во время осады северной столицы. Очень много печаталось, на удивление, художественной литературы. И здесь Алексей Толстой, Лев Николаевич Толстой, начиная с «Хмурого утра». И здесь и литература такого пропагандистского характера. Здесь еще представлен один удивительный ряд изданий серии «Наши великие предки». В этой серии вышло 7 наименований. Каждая из этих книг посвящена великому полководцу. И если художественная литература отвечала все больше за настроение и какой-никакой досуг ленинградцев, то роль просветителя и некого советчика по жизни брала на себя научно-популярная и практическая литература. Болезни и сильная смертность побуждали жителей северной столицы запоем поглощать медицинскую литературу. Как оказать первую помощь, что может спасти от инфекционных заболеваний или цинги. Решения люди находили на черно-белых страницах. Тематика совершенно разнообразна. Более того, модели сезона. Казалось бы, вторая половина 1941 года. Война. Какие модели сезона, о чем мы говорим? Но если вы посмотрите эти замечательные книжки, и там такие замечательные модели, они и сегодня хороши. Издавались и были очень популярны книги об огородничестве и садоводстве. В годы блокады множество садов Ленинграда были отданы под выращивание плодовых культур. Но среди всех этих жизненно важных пособий находились и издания о моде. Кто бы мог подумать, вокруг война, блокада, а представительницы слабого пола все же стремились к красоте. В годы блокады работали 10 издательств и 2 десятка библиотек. За это время было выпущено несколько тысяч книг и брошюр. Тираж изданий был от 10 до 100 тысяч экземпляров. Мы с вами совершенно не коснулись детской литературы. А как пример, и это не единственная книжка, пожалуйста, Петр Ершов «Конек-горбунок». И сегодня в детских садах и дома родители читают детям. Развивать издательское дело было непросто. И об этом в фильме Евгения Гроха говорится подробно. Проблемы с электричеством, нехватка бумаги и чернил вынуждали печатников экономить на материале. В итоге книги выходили на тонкой, некачественной бумаге и чаще всего с черно-белой обложкой. Картинки, а уж тем более цветные, встречались редко. Пушкин, Некрасов, Толстой, Маяковский, Ахматова, Тургенев, Куприн. Список самых популярных писателей и поэтов времен блокады можно продолжать долго. Читали много. Популярны были и местные, малоизвестные авторы. Книги и периодика как нельзя лучше отражают настроение этих лет. Издание показывает, чем жили, вдохновлялись и, главное, подбадривали себя люди, заточенные в осажденном городе.